Якутии набирает обороты движение зеровейстеров, людей, стремящихся минимизировать свои отходы. Больше года организация по раздельному сбору проводит акции, в ходе которых собирает тонны вторсырья. А желающих принять участие в этом стремительно растет. Теперь можно с уверенностью утверждать, что быть зеровейстером не только полезно, но и модно. Проблема с переработкой мусора в стране назревала уже давно. В год на одного жителя России приходится около 400 килограммов мусора. Это больше 40 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Учитывая факт, что одна пластиковая бутылка может разлагаться 1000 лет, назревающая катастрофа становится очевидной. Вопрос уже созрел. Очень давно уже весь мир переходит на раздельный сбор. То есть у нас, скажем, на планете уже, можно сказать, нет мест, да, для мусорных полигонов. И люди, не только во всем мире, но и в городе Якутске созрели для раздельного сбора. Движение экоактивистов в Якутске зародилось в апреле прошлого года. Изначально их деятельность несла сугубо просветительскую задачу. Но уже менее чем за год к их рядам присоединилось более 90 волонтеров. Стало ясно, людям не все равно. Последняя акция сбора проходила в декабре на улице и в мороз. Тем не менее, сдать накопленное вторсырье собралось 2500 человек. Потому что с каждой акцией у нас людей становится много. И все, что люди сдали, это картон, пластик, да, они все у нас отправляются куда? В мусорные баки. Мы их собираем и отправляем на переработку. То есть у нас есть организации, которые отправляют в другие города, допустим, Хабаровск, да, Благовещенск, на переработку. Сейчас в Якутске порядка 5 пунктов сбора различного вторсырья, в том числе и особо опасных отходов. Работа предприятий тяжелая и практически не окупается. Их руководители признаются, логистика транспортировки отходов и их сдача на заводы по переработке совершенно не работает. За некоторые типы вторсырья приходится даже переплачивать. И все это ради сохранения экологии родного края. Предприятие занимается утилизацией, обезвреживанием отходов 1-4 класса. Это наш основной вид деятельности. И также мы занимаемся параллельно обработкой картона, пластика, ПЭТ-бутылок в таком духе. Мы перерабатываем около 40 тонн, 40-50 тонн картона в месяц. При этом предприятие, скажем так, едва выходит, если брать чисто по картону и пластику, едва выходит на нулевой уровень. То есть мы не должны, но мы и не в прибыли. Сама транспортная схема, где мы начинаем вывозить вот эти отходы в Хабаровский край, вот мы в частности занимаемся, она съедает всю прибыль, транспортная схема. Предприятие есть, у нашего предприятия есть возможности перерабатывать от 100 до 150 тонн. То есть в принципе, это предприятие может весь картон города Якутска переработать. Но здесь необходимо, чтобы власть наша пошла навстречу. Между тем, уже в этом году компания «Планета Электро» совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства запустит пилотный проект по установке пункта сбора внутри жилого квартала. В течение года будут проводиться подсчеты и мониторинг работы пункта. А затем, возможно, подобные контейнеры появятся в каждом дворе, что означает чуть ли не прорыв в истории экологической борьбы в республике. И в конце 2018 года мы начали собирать батарейки для последующей передачи их на правильную утилизацию. Вот это было наше начало. Далее, что мы сделали урну, поставили их сначала в своих магазинах, потом дальше начали тиражировать эту акцию. Сейчас уже 13 пунктов на территории города Якутска и Республики Саха-Якутия. Далее, в июле месяце мы познакомились с Ириной Матвеевой и решили выступить партнером на акции «Раздельный сбор», на первой акции, в качестве партнера по приему батареек. И вот с того момента началось бурное развитие нашего, в частности, в области раздельного сбора. Одним из негласных правил жизни зеровейстера является не только раздельный сбор, но и минимизация потребления вредных для экологии продуктов, начиная от шампуней и бытовой техники до использования многоразовых бахил и пакетов. В мае прошлого года Арюна Келарева получила субсидию на создание своего мини-производства по пошиву многоразовых бахил, сумок и мешочков. Девушка признается, неожиданно для себя отклик на ее продукцию оказался очень большой.
Я экологом решила стать еще будучи школьницей. В 17 лет я выбрала эту профессию сама добровольно. У меня был огромный выбор, у меня золотая медаль, я могла выступать куда хочу. То есть это реально мой добровольный выбор. То есть я хотела профессию, которая будет востребована в будущем, я смотрела наперед. И, естественно, которая будет нести пользу людям. Я вот хотела, да, спасти мир. Так, в 17 лет, наверное, все хотят спасать мир. Нужно использовать многоразовые вещи. Это было когда-то давно, в наше советское время. Я в детстве своем еще это помню. И сейчас это такая новая, мода, с одной стороны, а с другой стороны, это просто необходимость. Потому что то количество мусора, которое у нас сейчас, к сожалению, нас окружает, но это глобальная проблема сейчас, с которой мы столкнулись. По словам Арюны, ее проект – это желание жить в чистом мире, обезопасить своих детей и родных. Ведь начинать нужно в первую очередь с себя. Бахилы у девушки покупают даже большие организации и коллективы. В неделю она шьет порядка 20 пар, и это не считая пошива сумок шоперов и мешочков. Я обратилась в такую структуру, как бизнес-инкубатор Республики Саха-Якутия, и там они предлагают возможность стать дистанционным резидентом, либо прямо там снимать помещение. Я стала дистанционным, да. Пошли заказы потихоньку, то есть тот же бизнес-инкубатор дает возможность в выставках всяких участвовать, в ярмарках. И так я завела свой Инстаграм, и сейчас Инстаграм для меня это единственная, основная рекламная площадка. Теперь быть эко-френдли модно. За новым трендом, что неудивительно, последовало и молодое поколение Якутска. Так, в прошлом году учащимся республиканского лицея-интерната было организовано внутришкольное эко-движение. Несмотря на юный возраст, к своей миссии школьники подходят весьма осознанно. Сама идея у меня варилась в моей голове уже давно. Я давно хотел продвигать экологию в школе. И вообще, в принципе, и когда к нам в школу пришла Ирина Матвеева, которая возглавляет экологическое движение в нашем городе, я решил к ней подойти и решил стать волонтером. В нашем клубе 21 человек. Я думаю, это значительное количество человек. Сначала нас было совсем мало, нас было 5. Но потом постепенно, когда мы начали пропагандировать наши идеи, продвигать, так скажем, в массы, в нашей школе, ребята тоже начали подходить, и это многих заинтересовало. Я этому очень рад. Забота об экологии – это и забота о ближних. В июле 2019 года экоактивисты города Якутска присоединились к всероссийскому проекту «Добрые крышечки», цель которого – помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. Мне очень нравится идея сбора крышек, потому что она символизирует то, что мы очень много выбрасываем того, что могло бы принести пользу. И крышкой мы собираем круглый год, абсолютно без перерыва. За 3 года работы этого движения собрано более 180 тонн крышек и помогли уже более 25 детям. В 2013 году Ольга Емельянова удочерила маленькую Алену, а уже в 2014 девочка перенесла инсульт. С тех пор малышка по рекомендациям врачей проходит реабилитацию 2 раза в год. Однако до сих пор специалисты не дают никаких прогнозов. Теперь, как признается Ольга, вся надежда на специальный реабилитационный тренажер. Только вот денег на него у семьи нет. Фонд «Добрые крышечки» нам помогает в сборе денег для этого тренажера, чтобы приобрести его к нам. В каких-то вопросах нам здорово помогает и наш отдел опеки Хангаласского улуса, начальник Лебедева Мария Ильинична, и специалисты с Максоголовского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Идею раздельного сбора поддержали школы города Якутска, жители микрорайонов Прометей 203, а также Алмаз-Иргенбанк и МФЦ. Всю доставку собранных крышек полностью взяла на себя компания «Планета Электро». Общими усилиями каждого, кто выкинул хоть одну пластиковую крышку в нужный бак, уже в феврале этого года удалось купить необходимый малышке тренажер. Мы договорились с транспортной компанией, которая будет бесплатно забирать эти крышечки и довозить до Москвы. И сделали постоянный пункт приема у нас на одном из наших подразделений.
Далее, сейчас уже акция начала очень бурно развиваться за счет последнего сбора для нашей местной девочки. Да, и сейчас крышки можно сдать уже в многих местах. Это Алмаз-Аргиянбанк, это какие-то управляющие компании, школы города Якутска. Мы с ними сотрудничаем, мы им бесплатно предоставляем емкости. Вот. Далее это все поступает к нам на главный склад. И после этого мы это все упаковываем в специальные емкости и отправляем в Москву. В настоящее время движение зеровейстеров республики, как и во всей России, только зарождается. Но масштабы заинтересованности и активности граждан уже свидетельствуют о том, что время для раздельного сбора давно пришло. И по словам множества активистов, сейчас им как никогда необходима поддержка государства.